Ну, когда было приобретено, я не готов, там, это был 2007-2006 год. Доля республики была продана группе компаний «Скиф». Вот, меня в то время не было. Когда я пришел, мы долго работали с двумя акционерами, это республика и лицей МИЗО, и, конечно же, акционерная, то есть не акционерная, а группа компаний «Скиф». Но постоянно при согласовании определенных моментов, привлечении тех же кредитов, да, на самом деле в хлебокомбинате не все так, там, скажем, сладко, когда мы пришли, было. Я думаю, вы статьи поднимите любые, да, они есть, имеются. При согласовании вот любых сделок компания, то есть второй акционер постоянно, ну, так скажем, препоны какие-то, палки в колеса. да, палки в колеса. И путем длительных переговоров, путем согласования с городом Якутском было принято решение, что город Якутск выкупит эту долю. То есть на сегодняшний день 25%? два акционера, это Республика Саха-Якутия, то есть на сегодняшний день три акционера, это Республика Саха-Якутия, это город Якутск, ну, администрация города Якутска и МУП Горснаб. Ну, МУП Горснаб, мы понимаем, что это муниципальное предприятие города Якутска. Фактически, я говорю, два акционера, это республика и город. У хлебокомбината, у хлебокомбината на сегодняшний день, да. И как вот у них вообще итоги ФХД, например, по прошлому году? Ну, Планы ФХД какие? по прошлому году получена прибыль, там порядка 4 или 3 миллионов рублей, я сейчас точно не скажу. Но мы должны понимать, что вот, опять же, возвращаясь к первому вопросу, да, о том, что продали, вот эти вот убытки, они ежегодно увеличивали кредиторскую задолженность на предприятии, что не есть хорошо, да, и на сегодняшний день предприятие имеет кредиты, которые, так скажем, в раз погасить тоже невозможно. Вот, и вот этот вот весь процесс, это постоянный процесс работы на предприятии над теми направлениями, которые убыточные. И вот я говорю еще раз, повторюсь, что как раз таки было принято решение о том, чтобы уйти от убыточного направления основного, да, это макаронного направления. Я говорю, в год ежегодно там 15-20 миллионов убытков. А скажите, пожалуйста, но если предприятие было убыточным, у него там долговые какие-то кредитные обязательства, такая яма долговая, да? Примерно на сегодня какой общий совокупный объем долговых обязательств Якутского хлебокомбината тогда получается? Вы же год назад ушли, в марте 2018 года, в принципе, все свежо. Ну, если взять кредиты и займы, которые есть на сегодняшний день в хлебокомбинате, это порядка 390 миллионов. При этом, ну, это все есть в открытых источниках, те же балансы, да, предприятия, которые ежегодно размещают, но при этом выручка порядка 900 миллионов ежегодные. Но я говорю, что хлеб это не такой бизнес, что там можно зарабатывать миллионы, да, и это идет постепенное погашение тех обязательств. Но хотелось бы сказать, что практически все предприятия на сегодняшний день привлекают средства для того, чтобы закупить сырье. Ну, взять Якутский хлебокомбинат, это закуп сырья ежегодно, да, это само производство, ну и это продажи. То есть это целый комплекс, целые процессы, которые не просто там купил какой-то товар, да, и тут же перепродал. Это целый процесс. Ну, вы возглавляли 4 года, с 14 по март 18, да, пока министром не назначили, да. Получается, вот за ваши 4 года тогда вот эта долговая нагрузка, вот эти все обязательства, как увеличились, или вы наоборот сократили? Они на уровне. Они на уровне, растут? даже чуть-чуть было, когда мы пришли, мы привлекли кредиты, кредитов было намного больше, ну, порядка 450 миллионов. То есть мы сократили постепенно, но самое главное, мы чего достигли за эти годы? Это техническое перевооружение на предприятии прошло, это ежегодная индексация заработной платы, чего до прихода практически там 2 или 3 года не было, да? Это, ну, уход от непрофильных активов, уход от того, ну, то есть не уход, а проведение оптимизационных работ на предприятии, да, это не сокращение обязательно людей, то есть нахождение путей, которые позволили бы снизить затраты на предприятие. То есть это целый комплекс мероприятий. И на самом деле я благодарен коллективу Якутского хлебокомбината за то, что они в этом процессе участвовали и работали.